музыкальной школы. Вы знаете, кто на городе есть музыкальная школа? Да. Почему там учат? Чем отличается музыкальная школа от обычной? Петь, а еще? Танцевать, а еще? И петь еще, а еще? Играть на пианино, а еще на скрипке, на флейте, на донге, на баяне, на разных инструментах, на разных заведениях. Вам пришли в гости исключительно пианисты, дети, которые играют на волшебном музыкальном инструменте, который называется фортепиано. Сегодня наши ребята подготовили для вас удивительный, замечательный сюрприз. Потому что они вам будут рассказывать историю очень необычную. Историю о том, как одна семья поехала в гости к бабушке отдыхать. А когда едут дети в гости к бабушке отдыхать, они обычно с собой берут фотоаппараты, правильно? А для чего нам фотоаппарат? Мы фотографируем свои впечатления, как мы плаваем, купаемся, отдыхаем, прыгаем, бегаем, загораем. А потом зимой мы смотрим на фотографии, и нам нравится, как здорово мы провели лето, правда? Да. А эта необычная семья взяла с собой в отпуск не фотоаппарат, а пианино. И все свои впечатления они запечатлели в музыкальные фотографии, музыкальные произведения. А как думаете, музыкальное произведение, что самое главное, видеть или слышать? Сейчас мы с вами внимательно настроимся и будем слушать необычную музыкальную историю. Итак, приготовились, тихо настроились и слушаем внимательно. Каждый год, когда мы приезжаем в деревню, наша собачка Рики с нетерпением вырывается из машины. И в бешеном темпе начинает носиться по двору и огороду, наматывая круги. Так она выражает свою радость, свое ликование. Веселая собачка Рики. Ура! Каникулы! Исполняет Кушева Эвелина. Оказывается, ему просто хочется поиграть. Чувствует себя полной хозяйкой, а по деревне любит гулять на поводке. Только трудно ее заставить пойти туда, куда нам нужно. У нее свои интересы, и она упрямо тянет в свою сторону. Больше всего ее волнует аромат полевых цветов. Ну просто от них не оторваться. Веселая собачка Рики на прогулке. Исполняет Харламова Виктория.
При музыкальной фотографии обязательно надо громко аплодировать. А когда слушать музыкальные фотографии, надо тихо-тихо, внимательно слушать. Вы молодцы. А вы бывали когда-нибудь ранним утром в лесу? Я природа оживает в первых лучах солнышка. В лесу тихо-тихо просыпаются пчелки, начинает свой хлопотливый день. Щебечут птички, весело жужжат жуки. Это лес поет, как заголовную песню. Тишина, ребята, слушаем, как лес поет. Обожает, чтобы ее на чем-нибудь катали. Она даже с удовольствием забралась в корзинку, прикрепленную к багажнику велосипеда, и так каталась с нами по лесным дорожкам. Покатаемся, исполняем «За восток Иваново». А еще лучше прыгнуть с лодки в теплую воду и плыть, плыть, замирая от восторга. На волнах исполняют Кириченко Софья и Айвазян Рифсиме.
Она просто не может слышать сообщение дедушкиного мотоблока. Сразу в него собирается. Разве можно уехать без нее в лес? Песенка мотора исполняет Выдрин Борис.
Елизавета, Чигарева Мария и Чигарева Дарья. И преподаватели Сиденкова Елена Александровна и Монахова Оксана Сергеевна. Нам очень понравилось у вас этот класс, потому что вы прекрасно увидели наши фотографии и поняли, что мы вам хотели сегодня рассказать. До новых встреч, до свидания.